Доброе утро, Якутия! На календаре 3 июня. Среда, маленькая пятница, говорят в народе. А значит, сил должно быть побольше, чем в понедельник, по крайней мере. За окнами утренняя свежесть и идеальный день, чтобы улыбнуться, выпить ароматный чай или кофе и, конечно же, узнать что-то новое. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Ну а для начала узнаем, что же захватить с собой сегодня при выходе из дома. Зонт или солнечные очки? Сегодня в центральных районах днем ожидается до 13-21 градуса. В заречной группе 14-22. В южных от 5 до 12. В Вилюйской группе от 10 до 20 градусов тепла. В Нижнеленских 9-21. В западных 9-16. В Колыме-Эндигирской группе от 4 до 23. В Янских от 10 до 18. На северо-западе от 3 до 18 градусов тепла. На 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила 11 градусов. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер был со скоростью 3 метра в секунду, восточный. Ну а днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный до 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем в столице составит 20-22 градуса. Ну а далее с порцией свежих новостей ознакомят мои коллеги из информационной службы. Приветствую вас, коллеги и телезрители. Расскажу о самых заметных событиях этого утра. В республике около 5000 детей с пороком сердца стоят на учете. Ежегодно рождается 250 малышей с данным диагнозом. Из них 30-40% требуется хирургическое вмешательство. Сердечно-сосудистое отделение педиатрического центра при Национальном медцентре работает с 2016 года. За год проходит лечение 500 детей, из них оперируют 100 малышей. По словам специалистов, благодаря современным методам лечения послеоперационное восстановление занимает всего 7 дней. В этом году отделение отмечает 10-летний юбилей, в рамках которого планируется проведение научно-практической конференции о развитии детской хирургии для лечения порока сердца. Применяем различные технологии, то есть это открытые операции, в том числе и закрытые операции, это эндоваскулярные методики. Открытые операции мы в основном делаем с применением искусственного кровообращения детям новорожденным и до 18 лет. Ну, в республике вообще у нас проходит диспансерный учет около 2500 детей ежегодно, которые проходят операции в нашем центре и в других центрах России. 14 групп, 10 из которых для детей с нарушениями здоровья. В Якутске готовится к сдаче детский сад на 200 мест и интернат на 150 мест в составе адаптивного образовательного комплекса. Площадь дошкольного учреждения более 3000 квадратных метров. В двухэтажном здании разместились музыкальные и физкультурные залы, кабинеты психолога и логопеда, а также прачечная и гладильная. В каждой группе специально оборудованный санузел и мини-кухня. Ожидается, что уже в сентябре детсад и интернат откроют свои двери. Кроме городских детей, родители которых сами подвозят сюда своих детей, либо организованный подвоз школы, здесь также обучаются и будут проживать дети, те, которые из пригорода, из отдаленных микрорайонов города Якутска, которым добираться трудно. Ну, кроме этого, есть и дети из некоторых улусов. Тем самым будет организована соответствующие программы корректирующие по нозологиям обучающихся. Из-за опережающего роста турпотока часть регионов в России в перспективе 2030 года столкнется со снижением обеспеченности гостиничным фондом. Этот процесс будет наиболее заметным в Приморском крае, Тульской, Иркутской областях и Бурятии. Гостиничные инвесторы делают ставку на открытие новых объектов на курортах Кавказа. В число регионов, где также может сформироваться дефицит гостиничного предложения, аналитики в своих материалах также включают Дагестан, Калининградскую и Ярославскую области. В Адыгее и на Сахалине обеспеченность, напротив, вырастает.
В Вилюйске на стадионе «Оленск» прошел улусный турнир по мини-футболу памяти участника СВО Артура Новикова. В состязаниях участвовали 15 команд из Наслегов района, разделенных на две возрастные группы. В первой группе победу одержала команда детско-юношеской спортивной школы Вилюйска. Спортсмены продемонстрировали отличную подготовку и слаженную игру. Во второй группе лучшими стали футболисты из села Юкюндю, показавшие впечатляющие результаты и заслужившие признание жюри и зрителей. Для нас всех, одноклассников Артура, огромная гордость и одновременно великая боль именно говорить сегодня о нем в прошедшем времени. Артур погиб в ходе специальной военной операции, до конца исполнив свой долг по защите нашей с вами Родины. Он был жизнерадостным, веселым парнем, с которым мы проучились практически с начальных классов. Был потрясающим спортсменом, он прекрасно играл в баскетбол, волейбол и, конечно же, футбол. Мы гордимся им. Вечная память нашему другу и прекрасному однокласснику. Только одна неделя в 2027 году будет шестидневной. Итак, длинная рабочая неделя будет в феврале. Она продлится с 15 по 20 февраля. Выходной день субботы, 20 февраля, планируется перенести на понедельник, 22 февраля. За счет чего россияне будут отдыхать 3 дня подряд и отмечать День защитника Отечества. В текущем году жителей России ожидают еще 3 сокращенные рабочие недели. Ближайшая следующая, когда россияне будут отдыхать 3 дня подряд в связи с Днем России 12 июня. Следующая короткая неделя намечена на ноябрь, День народного единства, когда отмечается 4 ноября, объявлен выходным. А единственная 3-дневная рабочая неделя для российских сотрудников выпадает на период с 28 по 30 декабря, после чего начнутся продолжительные новогодние каникулы. Чувствуете, как тело никак не может проснуться? Самое время встряхнуться, кровь быстрее, мысли яснее. Стелим коврики, включаем ритм. Сегодня у нас кардиотренировка. Задача простая – подарить себе энергию до самого вечера. Присоединяйтесь. Всем доброе утро. Меня зовут Петр, и мы сейчас сделаем утреннюю кардиотренировку. Так, первое упражнение у нас ходьба на месте. Вдох и выдох, вдох, выдох. Поднимаем пульс до точки сжигания. И вдох, выдох. О, молодцы, закончили. И второе упражнение – приседания классические. Ноги ставим параллельно тазу. Боком покажу, руки перед собой. На вдох, таз отвожу назад и делаю полуприсед. Упор у меня на пятках обязательно. И выдох. Вдох, выдох. Вдох и выдох. Колени дальше носков не идет. Вдох и выдох. Молодцы, закончили. И третье упражнение. Ноги ставим шире. И касание с правой стороны по 2 раза. И начали. Раз, два, посередине, раз, два, слева, раз, два, посередине, раз, два, справа, раз, два, и посередине задержались, сделали вдох, 3, 2, 1. Во, молодцы, аккуратно встаем. И ноги вместе. Третье упражнение. Поднимаем правую ногу и от себя направление. И раз, два, 3, 4. И к себе. Раз, два, 3, 4. Во, меняем ногу и от себя. Раз, два, 3, 4. И к себе. Раз, два, 3, 4. Во. И также ноги вместе. И теперь колени. Четвертое упражнение. И вправо по 4 раза движение. Раз, два, 3, 4. В другую сторону. И раз, два, 3, 4. Во, молодцы, закончили. И пятое, последнее. Подъемы на носки, на наши икры. И встали прямо. И на вдох поднимаемся вверх. Вдох и выдох. Делаем медленно. Вдох, выдох. Вдох и выдох. Во, молодцы. И закончили. Делайте каждое утро зарядку. Не ленитесь, вставайте. И перед
кроватью делайте упражнения каждое утро. До свидания. Парусная яхта «Эйва», на которой команда якутского отделения Русского географического общества прошла путь от Якутска до Чукотки по маршруту Великой Северной экспедиции, готовится продолжить большое путешествие. За плечами 1000 километров по лени, арктическим морям, встречи со штормами, льдами и даже белыми медведями. Впереди новые точки на карте и новые испытания. О том, как родилась эта идея, что осталось за кадром экспедиции и куда «Эйва» отправится далее, поговорим с нашими гостями. У нас в студии председатель Якутского отделения Русского географического общества Александр Горохов и капитан яхты Андрей Антипин. Александр, Андрей, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, самый такой интересный и главный вопрос, это, наверное, что все-таки сподвигает, да, людей отправиться по такому маршруту через Северные моря на яхте? Мгм. Ну, у каждого из нас, наверное, есть ген первооткрывателя. Я как врач маленько в этой части позволю себе пошутить. На самом деле у нас есть очень большая задача. Это популяризация нашей истории, нашей эпохи великих географических открытий. И в прошлом году было отмечено 300 лет начала великих камчатских экспедиций Витуса Беринга. А мы все знаем, что Витус Беринг – это великий капитан-командор, который произвел очень большие мировые открытия. И его команда, его экспедиция стартовала в свое время из города Якутска. Город Якутск – это форпост открытия всего Дальнего Востока, Америки, Тихоокеанского побережья. И мы, привлекая внимание к этому большому событию, подались на грант Русского географического общества, ее выиграли. И у нас задача стоит пройти на парусе по следам великих северных экспедиций из города Якутска до Камчатки. В прошлом году мы прошли первый этап. Это Якутск-Анадырь, через Тикси, Певек и Берингов пролив дошли до Анадырь. Этот путь составил 5000 километров. Ну, мы в милях обычно это говорит, но я скажу привычно нам, сухопутным людям. И мы прошли этот путь за 2 месяца. Ну, что из себя представляет яхта «Эйва», да? Почему именно она стала главным участником экспедиции? Яхта «Эйва». Ну, во-первых, у нас сейчас развивается вот это вот арктическое судоходство, строятся ледоколы, атомные газовозы, нефтевозы, а парусов нету в Арктике. Ну, чтобы, как сказать, вызвать интерес к парусу, чтобы их возможностях даже на малой лодке с малым экипажем. Вот была такая идея выйти в Северным морским путем, пройти по нашим северным морям, показать возможности яхты, возможности паруса. В общем, сама затея была интересной, мы решили ее воплотить. Ой, прошу прощения. А сколько времени ушло на подготовку, да, судна к такому путешествию? То есть это же не любая лодка, наверное, отправится. Ну, в такое, да? с момента покупки. С момента покупки уже 10 лет, и эта работа, она не продолжается, она идет ну, до сегодняшнего дня. Сейчас вот лечу туда, чтобы за 20 дней подготовить лодку к воде, потому что вы готовили вроде как бы в море, в речных условиях. Вышли в море, ну, были кое-какие недостатки, сейчас их нужно устранить для дальнейшего безопасного плавания. Какие открытия вы для себя открыли во время экспедиции? Ну, мы люди сухопутные, кроме нашего капитана Андрея, который в основном ходил по рекам. И мы, конечно же, впервые оказались в таком длительном плавании по морям. Мы прошли по 4 морям, по 2 океанам, увидели большой... Мы увидим прекрасные кадры. увидели большой такой океан впервые. И, конечно же, были сложности с точки зрения по переносу, по морской болезни, по
тем суровым условиям, которые дает прохождение по Северным морям. Это ледовая обстановка, это и туманы, и холод. И, конечно же, вот все это удивило, наверное, то, что мы это выдержим. Первое, да? И второе, то, что мы дальше хотим продолжить. И уже не сухопутные. Да, мы уже прошедшие вот по этим морям, уже кое-что из себя представляем с точки зрения маршрута. Мы можем сейчас уже что-то прогнозировать более точно и более как-то. Но тем не менее, все-таки есть какое-то волнение перед вторым этапом, потому что океаны — это всегда какая-то неожиданность, какая-то доля вот такого риска есть. И дай бог, Никогда не знаешь, что ждет, да? да. Всё-таки. И, конечно, главное, чтобы 7 футов под килем было. Как минимум. Как минимум, потому что лодка, она имеет осадку по 1,5 метра. И, конечно же, иногда бывает сложно подойти к берегу или даже не попасть в какое-то там мелководье посреди Северной Ледовитого океана. Вот то, что удивило, оказывается, вот даже в 40-100 километрах от берега можно попасть вот на какую-нибудь там, называется она интересно, банка, или вот такой мелководье, который встречается вот даже в таких расстояниях от берега. Ну, Андрей у нас человек опытный, да, но тем не менее какие-то уникальные природные явления получилось встретить в пути, каких-то животных местных? Ну, сама Арктика, она уже уникальна. Конечно, увидеть белых медведей, горбатых китов, до тех же нерп, это тем более, Это уже обыденность для вас, когда наверное, вокруг одна вода, и тут нерпы всплывают у тебя за бортом. Ну, довольно-таки очень красиво, интересно. Но в этом году хотим познакомиться с миром, который живет под водой. Нам предоставили питерская фирма СФТ снасти для морской рыбалки. Такую возможность, да? В общем, посмотрим, что там, кто там живет. Может, попробуем морскую свежую рыбу. Кадры кидов очень, да. Это они проплыли прямо под нашим... Прямо под лодкой, да. Да, под яхтой. И была, конечно, опасность, то, что они могут задеть. Обычно специально они этого не планируют делать, скажем так, да, но нечаянно это могут сделать. Вот смотрите, очень много плавает птиц. Мы сначала не поняли, да, причем они там плавают, оказывается, они сопровождают этих китов. И вот мы вот с той яхты, вот, которая наша, мы на коптере снимали вот эти кадры. Конечно, это запоминается на всю жизнь. И когда понимаешь, что вот такие редкие кадры можно увидеть воочию только малому количеству людей, и когда есть возможность это снять и поделиться с этими великолепными и такими величественными кадрами, это дорогого стоит. Это чудо настоящее. Да, и это одна из задач нашего проекта, нашей экспедиции, чтобы наши зрители, наши подрастающее поколение вот видели и знали, какая прекрасная наша Смогли страна. тоже увидеть. Ага. Ну и очень коротко, да, когда начинается второй этап вашей экспедиции? Второй этап мы планируем выйти с Анадыря где-то 1 июля, но уже, да, но уже вот на днях Андрей Альбертович поедет заранее и будет готовить яхту к спуску на воду. Александр, Андрей, огромное вам спасибо за участие в нашем эфире. Спасибо, что поделились Вам не только спасибо своими за эмоциями, но и приглашение. замечательными, потрясающими кадрами. Успехов вам во втором этапе, конечно же. Ну, а команда Якутского географического общества действительно вписала новую историю, строку в историю арктических путешествий. И дойти от Якутска до Чукотки на яхте под парусом – это не шутки. И знаете, глядя на этих людей, вспоминаешь, что за каждой крупной датой в календаре всегда стоят такие же смелые, одержимые идеи люди. Кстати, о событиях. Далее узнаем, чем же отмечен день 3 июня.
На календаре 3 июня. Всемирный день велосипеда, день объявления независимости Черногории. По народному календарю Оленин день. На Руси в этот день начинали сеять лен и совершали специальные обряды на его хороший урожай. В этот день уделяли много внимания и огурцам, приговаривая: «Олени Елене льны, Константину огурцы». Хозяйка, взяв старый лапоть, волокла его на огород, там бросала на грядку и произносила: «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы густо огурцы мои заплелись». А вот чего плести не следовало на Олену, это кос. В этот день девушки должны были ходить простоволосыми, чтобы волосы были красивыми и длинными. Этот день в истории. 1785 год. День рождения парашюта. Франсуа Бланшар продемонстрировал сконструированный им парашют. 1892. День основания футбольного клуба «Ливерпуль». 1927. В Москве снесены Красные ворота. 1943. Создан Французский комитет национального освобождения. В этот день родились Климент Тимирязев, русский естествоиспытатель, один из основателей русской школы физиологии растений. Георг V, король Великобритании. Николай Бурденко, русский и советский хирург, основоположник российской нейрохирургии. Сергей Герасимов, советский режиссер, актер, драматург и теоретик кино, народный артист СССР. Борис Рыбаков, советский и российский археолог и историк, академик Российской академии наук. Лазарь Минкин, горный инженер-геолог, первооткрыватель Нюрнбергского угольного месторождения, лауреат Государственной премии СССР в области техники. Именины сегодня отмечают Елена, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав. Летний сезон открыт, солнце по утрам бодрит, и все чаще взгляд падает на велосипед в гараже или на сайте с объявлениями. Но как не прогадать с выбором? На что обратить внимание в первую очередь? На раму, на колеса или на цену? Евгений Никифоров сейчас нам все расскажет. Здравствуйте, друзья! Наступил летний сезон, и, конечно же, одним из самых популярных, самых полезных и интересных видов транспорта на лето является велосипед. Это демократично, это полезно для здоровья, это динамично и здорово. Но как же правильно выбрать велосипед? Дело в том, что великое количество моделей разнообразных типов, размеров велосипедов ставят первого покупателя в тупик. Сейчас мы попробуем рассказать, по каким критериям правильно выбирать велосипед. В первую очередь мы отталкиваемся от размера рамы. Да, каждый велосипед имеет размер свой определенный, так же как обувь, так же как одежда. И главное выбрать подходящую раму. В первую очередь это делается таким образом. Когда вам приглянулся какой-то велосипед, вы видите его, первое, что нужно сделать, это встать на ноги над рамой. Сейчас мы попросим нашу потенциальную покупательницу это сделать. Встаем просто над рамой велосипеда, я держу, помогаю. Так. Не-не-не, встаем на землю. На землю? Да, вот. И вот в таком положении здесь важно, чтобы у нас человек не висел на раме. То есть, грубо говоря, между верхней трубой рамы и человеком должно хотя бы проходить 1-2 пальца. То есть вот если ты сейчас стоишь, Даша, и не висишь, ты можешь стоять, вот эта вот рама по размеру подходящая. Часто бывает так, что человек зашел, взгромоздился на раму, давайте покажем этот пример, и рама ему великовата. Это можно понять по очень простому принципу. Вот здесь у нас, например, рама размером побольше. Делаем то же самое. Встаем. И здесь уже высота, вот видите, не позволяет комфортно стоять. То есть, когда стоит у вас человек или ребенок на носочках, это уже слишком большой размер. От него следует отказаться, потому что будет некомфортно и даже опасно ездить на велосипеде. Итак, мы определились с размером рамы. Вот он. Далее, безусловно, нужно попробовать прокатиться. Но для того, чтобы это сделать, нужно правильно настроить высоту седла. Высота седла настраивается следующим образом. У большинства велосипедов седло регулируется на быстрозажимном зажиме, так называемый эксцентрик, очень большой диапазон высоты. И нам необходимо настроить седло таким образом, чтобы, сидя на седле, нога в нижнем положении, когда педаль находится на 6 часов, была выпрямлена. Сейчас мы опять попробуем это продемонстрировать. Здесь уже нужно сесть на седло хотя бы одной ногой. Вот. Смотрите, видите, нога в колене выпрямлена. Это правильная посадка. Если седло опустить ниже и нога будет сгибаться при нижнем положении,
это приведет к болезненным ощущениям и в дальнейшем, может быть, даже к травмам колена. Еще один важный момент – это настройка угла установки руля. Часто бывает, что из магазина велосипеды приходят вот в таком состоянии, может быть, или транспортировочное состояние руля может быть таким. Нам важно настроить его таким образом, чтобы пользоваться рычагами тормоза и переключение передач было удобно. Приблизительно правильное положение – это когда пальцы рук находятся под углом 45 градусов вниз. Таким образом, сидя на велосипеде, вам будет удобно нажимать без нагрузки. Если же руль будет стоять так, то у нас получается нагрузка на кисти будет очень сильная и неправильная. Выставляем руль правильно. Важно еще поставить его здесь по центру. Смотрите, бывают специальные меточки, чтобы его не перекашивало влево или вправо. Настраиваем под себя. В дальнейшем это все можно будет скорректировать, потому что анатомия, конечно же, у людей разная. И простым движением инструмента, к слову сказать, в обслуживании велосипеда используется разное количество шестигранников. Шестигранники разного размера. Никаких особых ключей не нужно. Достаточно вот такого складного мультиинструмента, который позволит вам 90% велосоединений ослабить или, наоборот, затянуть. Так можно будет ехать безопасно, комфортно и, главное, удобно для вас. Благодаря полезным советам к летним поездкам с ветерком мы с вами готовы. Но некоторые считают, что 2 педали – это слишком медленно и пересаживаются на железных коней погорячее и побрутальнее. Если некоторые велосипедисты еще раскачиваются, мотоциклисты Якутска уже открыли сезон 2026 года. Как это было, смотрите в материале наших коллег. Сегодня у нас состоялось открытие мотосезона 2026 года. В колонне присутствовало, пока по предварительным подсчетам, где-то в районе 150 мотоциклов. То есть за последнее время достаточно много, за последние года, много человек собралось. Погода сегодня классная, и не холодно, и не жарко. Люди приехали встретиться после зимы, пообщаться друг с другом, поучаствовать в конкурсах, конечно, послушать музыку. В общем, классно провели время. Что можно пожелать мотоциклистам? В первую очередь, это, конечно же, как можно больше ездить на мотоциклах. Не обязательно по городу, можно ездить за городом, можно ездить в другие города. Это очень интересно, захватывающее путешествие. И обязательно 2 колесами вниз. Будьте осторожны, будьте внимательны на дороге, чтобы не было неприятных ситуаций. Сегодня открытие сезона двухколесного мототранспорта. Конечно, мы же всех поздравляем, но все-таки мы, как сотрудники госавтоинспекции, предупреждаем, что необходимо соблюдать правила дорожного движения. Обязательно нужно пройти обучение в автошколе, сдать экзамены, получить водительские права, и только после этого без знания и без прав на дорогу выезжать запрещено. Нельзя. И раз! Сели, стали. «99, 100». Так, 100. Аплодисменты, друзья, давайте поаплодируем. Ничего себе! Мой мотоцикл — это Yamaha R6 2007 года выпуска. Розового цвета покрасила сама, чтобы он подходил больше по моему настроению, вайбу. И он добавляет немножко нежности, брутальности мотоцикла. Я всех поздравляю с открытием мотосезона. Желаю безопасности на дорогах в первую очередь, чтобы было уважение у всех участников дорожного движения. И, как говорят, ровных дорог. Константин, расскажите про вашу поездку. Я мечтал об этой поездке очень долгие годы. И наконец-то она свершилась. Я еду в Владивосток, Сахалин, Магадан. Надеюсь, у меня все получится. Я очень мечтаю Якутию посмотреть со всех сторон, от края до края.
Как ваши впечатления от поездки? Я очень всем доволен. Шикарные люди, все добрые, все принимают. Дороги фантастические, волнообразные, вечная мерзлота, ничего не сделаешь. Но это все здорово, это путешествие. Есть такое понятие мотобратство. Как вас приняли в городе Якутске? Меня приняли просто как родного друга, которого знают всю жизнь. Понимаете? И вот ночные волки приняли у себя, накормили, напоили. И вот сейчас мы и оставили на открытие сезона. Я хотел сегодня ехать в Магадан. Ну, желаем вам хорошей поездки. Спасибо вам большое. Спасибо вам. С открытием мотосезона! А теперь поговорим о здоровье. Лето – это не только солнце и путешествия, но и сезонный риск, о котором многие забывают. Сегодня в рубрике «Мой доктор» разговор о том, что может подстерегать нас за шашлыками и немытыми ягодами. Кишечные инфекции. Как не подхватить, как распознать и что делать, если заболел. Слово врачу. Доброе утро. Почему летом растет число кишечных инфекций? В теплое время года бактерии размножаются очень быстро. Мясо, птица, яйца, молочные продукты, майонез, салаты портятся в разы быстрее, чем зимой. Плюс шашлыки на природе, где нет холодильника, проточной воды, условий для мытья рук и посуды. Какие же симптомы кишечной инфекции? Тошнота, рвота, жидкий стул несколько раз в день, боли в животе, повышение температуры, слабость, головокружение. Особенно опасны такие инфекции, как сальмонеллез. Это часто бывает от яиц и мяса птицы, и дизентерия. Как правильно готовить шашлык, все знают, но я еще раз напомню, чтобы не отравиться. Мясо должно быть свежим. Покупать только в проверенных местах, не с рук на трассе. Перед маринованием его надо вымыть, убрать в холодильник. Мариновать строго в холодильнике, не на солнце. Прожаривать до полной готовности. Никакой крови на разрезе. Никогда не использовать повторно маринад, в котором лежало сырое мясо. Готовое мясо не держать без холода более 1 часа. Угли должны быть горячими, но без открытого пламени. Посуду и решетку предварительно надо помыть с помощью безопасных моющих средств и обжечь на открытом огне. Для сырого и готового мяса использовать разную посуду и ножи. На даче или при выезде на природу необходимо использовать скоропортящиеся продукты в первую очередь. Салаты заправлять, если вы любите, майонезом и сметаной только перед самой подачей, а не заранее. Если все-таки отравление произошло, то до приезда скорой помощи или самостоятельного обращения в медорганизацию необходимо оказать следующую первую помощь при отравлении. Во-первых, надо промыть желудок. Для этого надо выпить 1-2 литра теплой кипяченой воды и вызвать рвоту. Важно знать, что детям и при потере сознания, беременным и пожилым людям этого делать нельзя. Это очень опасно. Затем необходимо принять сорбенты. Это активированный уголь. Из расчета 1 таблетка на 10 кг веса. Смекта, энтеросгель, полисорб. Пить много жидкости маленькими глотками, чтобы избежать обезвоживания. Ни в коем случае не нужно давать молоко. Оно усугубляет ситуацию. Если температура выше 38,5, сильная слабость, примесь крови в стуле или рвоте, срочно к врачу. Самолечение опасно. Берегите себя и будьте здоровы. Ну, лето у нас у многих ассоциируется со цветами, с пышными букетами, но часто, согласитесь, цены на них кусаются. Но есть способ сэкономить и одновременно получить больше радости – вырастить свои. Правда, для того, чтобы растения на клумбах были пышнее магазинных, земля должна дышать и есть. И вот здесь на помощь приходят перегной, компост и сидираты. Сегодня поговорим об органических удобрениях, как не навредить почве и получить урожай без химии. Доброе утро. Весенние работы на территории дачного участка продолжаются. Хотелось бы сегодня рассказать вам о органических удобрениях. Да? В первую очередь это перегной. Перегной в данном случае
коровий перегной. Я его сделал уже смесь с речным песком в пропорции 1 к 1. Буду вот этой вот смесью улучшать структуру почвы на своих вот грядках. Растения каждый год, из года в год потребляют питательные элементы, и поэтому эти питательные элементы каждый год надо возобновлять, пополнять. Иначе не получить нам богатого урожая, большого и пышного роста декоративных растений. Что дает перегной? В первую очередь это органическое удобрение. Источник азота, углерода, азота и углерода в первую очередь. Во вторую очередь в перегное все остальные микроэлементы тоже содержатся. Кальций, железо, калий и так далее, и так далее. Для улучшения структуры, да, нашей почвы надо применять еще древесные опилки. При этом опилки не абы какие, да, потому что следует отметить, особо отметить, что молодые опилки, белые, светлые, да, опилки, они выделяют ядовитые вещества, которые могут неблагоприятно сказаться на росте и развитии растений. Поэтому берем опилки старые. Чем старее, тем лучше. Бывают опилки, которые уже почти превращаются в черную землю. Это вот наилучшие опилки, я считаю. А тут мы имеем тоже опилки где-то 10-летней давности. Сверху они светлые, а изнутри, видите, они почти даже превращаются в почву. Для чего нужны опилки? Ну, во-первых, они улучшатели структуры почвы. Они делают ее легкой, пушистой, доступной для проникновения влаги и воздуха. Вот, улучшатели структуры. И, во-вторых, опилки, они же тоже органическое удобрение. Они из дерева образуются при распиле досок, там, брусов для получения. И в ней содержится тоже вся таблица, практически вся таблица Менделеева. И старые опилки, они тоже служат удобрением. Возникает вопрос, да, какое соотношение должно быть опилок, да? Перегное лучше всего, когда почвосмеси 20% перегноя, 20% речного песка и процентов 10-15 старых опилок в качестве улучшателя структуры. Ну, у кого-то огород, урожай, а у других пасека. Лето – пора цветов, зелени и, конечно же, меда. Многие мечтают завести свою пасеку, но боятся, что это слишком сложно или хлопотно. Откуда берутся пчелы, как они живут большой семьей, что с ними делать зимой и из чего вообще начать новичку? Давайте узнаем у нашего гостя в студии. Это Эрелик Эргиз, пчеловод-любитель. Эрелик, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, как я уже сказала, да, конкретно вот человек решил, захотел, да, завести пчел, открыть, скажем так, свою небольшую пасеку. С чего ему начать первым делом? Первым делом нужно посмотреть видеопасеку. Есть такой урок. У нас в группе ее бесплатно отдают. Можно посмотреть и знакомиться. Сейчас немножко уже слегка опоздали начинающие пчеловоды. Почему? Потому что это надо хотя бы ранней весной прийти, хотя бы онлайн обучение и так далее. Да? Для начала пасеки, вот я хоть и сам занимаюсь другим делом, я пчеловод-любитель, не профессиональный пчеловод. У нас пчеловоды очень крутые есть. Это Поличка Евгений Леонидович. Знаю такого. Вот. Да. Есть Марат Залялов. Ну, есть у нас в Амге, есть у нас в Намцах хорошие пчеловоды.
Я как бы с 22 года только этим занимаюсь. И самая моя большая ошибка, можно сказать, я максималист. Ну, как предприниматель думал, там на халяву меда возьму. Да такого не бывает. Я взял сразу 10 ульев, 10 семей, и с разгона пошел, не зная броду по лесу воду, можно сказать. Да? Надо начинать, оптимальное количество это с 2 ульев. Так. Ульи, конечно, самые хорошие это ППУ, но можно поискать где-нибудь БУ ульи для начала. Может быть, это вам не подойдет и так далее. Да? Взять небольшое количество семей, 2 семьи хватит, потом медогонку, дымарь, костюм пчеловода, ну и вощина, у кого-нибудь можно сушь попросить. Сейчас пчеловодов очень много. Что хорошо, это популяризируется. Я ради этого и пришел, потому что сам не такой профи, но популяризация нужна. Это такой, можно сказать, очень для души вид сельского хозяйства. Именно само жужжание и так далее очень приятно. Ну и свой мед тоже немаловажно, как говорится. Так. С одной семьи в хорошем раскладе 25-30 килограммов меда можно получить. Самое главное за ними следить. А для этого нужно сперва почитать Кашковского и так далее. Ну, короче, немножко изучить биологию пчел. Конечно. Вот. Биология пчел это именно там есть иерархия у них, кто главный, кто за что отвечает. У них все очень так гармонично связано. Самый хороший устрой в мире, можно сказать. Есть матка, она чисто яйца носит. Есть пчелы, которые следят за расплодом, есть, которые кормят, есть разведчики, есть медоносные пчелы, конкретно, которые носят пыльцу и мед, ну, вообще этот, как там, нектар. Так, есть трутни, которые отвечают всего лишь за одну свою функцию мужскую, но потом все лето они в улье, но они выделяют специальные ферменты, поэтому пчелы лучше работают. Поэтому их как бы, если выгоняют, то только осенью, когда уже в них нет необходимости. Вот, ну, вкратце так. У каждого, получается, своя функция, да? Да. Можно так сказать. Ага, а где лучше закупить первых пчел? Те ли это пчелы, которые вот летают на полях? Те, которые летают на полях, это... Чем они отличаются? Это, скорее всего, осы и шмели у нас есть. Все пчелы у нас привозные, но есть зимовалые, те, которые хорошо перезимовали, и они быстрее развиваются и так далее. Они как бы... Самое сложное – это зимовка. Вот у пчеловода любого самая сложная зимовка. Ну а так вот, когда пчелопакет приобрести лучше либо у Марата, либо у Евгения Леонидовича, либо у Кюльмей Тимофеевой. Вот. Ну, самые основные поставщики они. Почему? Потому что это целая история их привезти с Амурской области или с Хабаровского края. Почему? Потому что это надо, ну, на прицепе, там, специально останавливаться, дать им немножко водички, сиропа. Ну, там целая технология, можно сказать. А то они просто не доедут. Это все-таки дорога длинная. Потом я вот недавно свои семьи расселил. Ну, формируем гнездо, да. Сперва ставим медовую рамку, потом уже все рамки, которые есть, потом сушь, потом вощина. Все это тепло закрываем, подкармливая обязательно сиропом 1 к 1. Потому что они все-таки с дороги это голодные приезжают, еще в местности не знают, поэтому мы их немножко подкармливаем. Тоже своя адаптация, наверное. Да, день-два, и они уже все. В радиусе 5 километров все обследуют и уже по цветам разлетаются. А должны ли они своего хозяина знать? Не, их никак. Они каждый 21 день одна пчела новая рождается, поэтому никак их дрессировки бесполезны. Просто нужно знать именно биологию пчел. Вот. И что еще сказать? Сами пчелы, вот мы их еще лечим. Кстати, я использую либо щавелевую кислоту, либо специальные полоски есть. Для чего это необходимо? Потому что у нас здесь минус 50 и так далее, клещ этот не развит, ну и семьи как бы сами зимовалые более-менее не заклещеваны. Хотя на 100% от него избавиться невозможно, но там, где тепло, там этого клеща много. Поэтому, чтобы он
грубо говоря, ими расплодом не питался, их гемолимфой, ну, грубо кровью, да, специально их травим. Вот эти. Для пчел они безопасное лекарство, а для клеща смертельное. Вот. И в принципе, закормить, подлечить и вовремя подставлять суши или же овощину. Без этого они роятся еще. Начинается с сыха примерно. Как освоятся, они начинают роение. Это естественный процесс пчел, они размножаются. Поэтому, чтобы этого не допустить, надо, следить за ними. Ну, интересно, а можно ли уже в первый сезон получить первые плоды, скажем так? Ну, конечно, можно. Поэтому, чтобы легче было, надо начинать все-таки с 2 ульев. Ну и в группе всегда у нас поддерживают и рассказывают, что лучше сделать на данном этапе. Вот. Как-то так. Так, ну а бывает такое, что пчелы становятся агрессивными, допустим? Агрессивные они осенью, когда мы у них То есть мед, это всегда постоянно, да? мед у них изымаем. Кому понравится, когда у тебя все, что накопленное, трудом, можно сказать, отбирают, да. Ну и осенью они агрессивные становятся, да. Вот. А так летом вообще нормально. Они, грубо, вообще, до человека им дела нет. Только их смотреть надо после обеда и до вечера, можно сказать, пока основные с поля не прилетели, пока они не злые, короче. Вот. Релик, спасибо вам огромное за участие в нашем эфире. Конечно же, мы вам желаем побольше медовых плодов. Да? Спасибо, что поделились приятными и полезными советами с нами, с нашими телезрителями. Спасибо. Удачи. Ну а далее у нас свежий выпуск новостей. Не переключайтесь, после чего встречаемся снова в нашей студии. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях этого утра. Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о якобы положенных государственных выплатах ко Дню России. Пользователям предлагают оформить несуществующие праздничные выплаты, а ссылки в таких сообщениях ведут на фишинговые сайты, которые имитируют портал госуслуги или вымышленный единый центр выплат. В министерстве отметили, что перед праздниками активность мошенников традиционно возрастает. Это связано с тем, что на фоне положительных эмоций люди зачастую менее критично воспринимают поступившую информацию. В Ленске начался ямочный ремонт дорог. На эти цели из городского бюджета было изыскано 4 миллиона рублей. Контракт с подрядчиком был заключен во второй половине мая. В связи с неблагоприятными погодными условиями к работам подрядчик приступил только на днях. Работы по асфальтированию начнутся, как только подсохнет дорожное полотно. Будет проведен капитальный ремонт еще 3 участков городских дорог. Это улица Пионерская от Совхозной до детско-юношеской школы с учетом разворота, площадки и остановочного павильона. Также улица Дзержинского с благоустройством и улицы Победы от Первомайской до Якутской. Если говорить в целом, то по Пионерской у нас контракт заключен. Там сейчас подрядчик приступает к проектированию, потом к выполнению уже строительно-монтажных работ. По улице Дзержинского у нас проектная сметная документация уже готова, разработана. Мы скоро получим результаты госэкспертизы и уже будем объявляться на непосредственно выполнение работ. И по Победы, вот этот участок от Первомайской до Якутской. Сейчас мы тут тоже подрядчик заходит на госэкспертизу с проектно-сметной документацией и уже аукцион по выполнению работ. Обязательная маркировка зубных щеток, салфеток, ватных дисков, мочалок и губок стартует с 1 сентября 2026 года. Новые правила оборота охватывают также бумажные полотенца и платочки, ватные палочки, зубные нити, расчески, пинцеты, щетки для волос, помазки для бритья, пемзу, массажные аппараты, маникюрные наборы и другие гигиенические средства и принадлежности. Участники оборота должны будут зарегистрироваться в системе «Честный знак».
Настольная игра студентки СВФУ Валерии Слепцовой стала лучшей на всероссийском конкурсе «Приоритеты развития Дальнего Востока». Второкурсница филологического факультета получила диплом первой степени в номинации «Социальное развитие». Ее проект «Ал-Лукмас. Путь вежливого слова» объединяет якутскую мифологию и игровые задания, направленные на развитие культуры речи и навыков общения. По словам автора, игра может снизить коммуникативные барьеры среди молодежи, а также будет полезно школьникам и иностранцам. В дальнейшем разработку планируют перевести в формат мобильного приложения. Задача игроков – ходить по полю. При попадании на специальные ячейки нужно за 30 секунд вытянуть красную карту с грубым выражением, а затем собрать вежливый диалог из желтой, то есть водной смягчающей конструкции, и зеленой, то есть эвфемизм. Сложил подходящий и верный диалог, двигаешься дальше. Если нет, то теряешь ход. В нашей игре впервые соединяются традиционная якутская мифология, то есть образ священного дерева Ал-Лукмас, и современная теория эвфемистической компетенции. Президент России подписал указ о проведении Международной недели народа России ежегодно. Координация возложена на аппарат Совета безопасности России. Соответствующий документ размещен на портале официального публикования правовых актов. Кроме того, президент поручил правительству обеспечивать финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением Международной недели народа России, и оказывать совместное содействие фонду «Росконгресс» в подготовке и проведении Международной недели народа России. Мероприятие объединит 190 народов России в общее пространство диалога и сотрудничества. Такими были актуальные новости этого утра. До встречи в дальнейших выпусках. Доброе утро. Мы продолжаем. Национальные проекты играют ключевую роль в развитии регионов. В Республике Саха-Якутия, в частности в Горном Улусе, активно модернизируется сфера культуры. Сегодня мы расскажем о Бердигистякской детской школе искусств, которая благодаря поддержке федеральных программ получила значительное обновление материально-технической базы. Новые фортепиано, современное оборудование, обновленные методики – все это служит одной цели – раскрытию талантов юных якутян. Подробности в сюжете наших коллег. Добрый день! Представляем Бердигистякскую детскую школу искусств, сердце творческого развития детей в Горном Улусе Республики Саха-Якутия. Бердигистякская детская музыкальная школа была открыта в 1967 году на основании решения исполкома райсовета народных депутатов по приказу Министерства культуры Якутской АСР. Педагогами музыкального образования стали только что закончившие учебу молодые талантливые преподаватели. Это Галина Накентьевна Варламова, Татьяна Николаевна Птицына, которые открыли класс фортепиано. По классу баяна прибыли из разных уголков России молодые педагоги. И тогда впервые якутские дети услышали волшебные звуки гениальной классической музыки. Услышали имена Баха, Бетховена, Моцарта, Шопена, прикоснулись к сокровищницам мировой классической музыки. Мы гордимся тем, что можем дать нашим детям современное образование в сфере искусств, сохраняя при этом якутские традиции. Каждый новый инструмент, каждая книга в нашей библиотеке – это шаг к новым победам наших учеников. Мы воспитываем новое поколение художников, музыкантов, артистов, бережно сохраняя богатое культурное наследие Якутии. Музыкальное и изобразительное искусство, музыкальный фольклор якутских традиций, театральное и хореографическое искусство, эстрадный вокал. Гордость школы наши педагоги. Они освоили работу с новым оборудованием и адаптировали методики под современные условия. Я преподаватель фортепиано и выпускница этой детской музыкальной школы. Когда-то я сама сидела за этим инструментом, волновалась первому выступлению, радовалась первым выученным пьесам. А сейчас я сама педагог и помогаю новому поколению ребят открыть для себя волшебный мир музыки. Важным шагом в развитии школы стало подписание соглашения о сотрудничестве с Якутским художественным колледжем имени Романова. Это открывает перед нашими учениками новые возможности. Мастер-классы от преподавателей колледжа, участие в современных выставках и проектах, профориентационная поддержка и консультации по поступлению, обмен опытом между педагогами.
В рамках нового совместного мероприятия была открыта выставка «Фантазия без границ», где представлены лучшие работы наших учащихся. Наши ученики добились еще больших успехов, стали лауреатами конкурсов, организовали выставки работ, представили горный улус на высоком уровне. Школа традиционно проводит республиканские конкурсы-пленеры. 10-й год конкурс «Пленер» «Золотая кисть соснового бора». И уже 3-й год конкурс-пленер по стопам предков, посвященный народным художникам Афанасию Осипову и Ивану Мамаеву. Благодаря художественному обучению я участвовал в республиканском пленере «Золотая кисть соснового бора» и стал обладателем гран-при. Школа – активный участник культурной жизни села и улуса. Мы проводим концерты, выставки, мастер-классы, участвуем в национальных праздниках и фестивалях. Бердыевская детская школа искусств – это место, где рождаются таланты и создается будущее культуры Якутии. Вместе мы делаем мир прекраснее через искусство. Надеемся, что сегодня вы узнали много-много нового, открыли для себя. Ну а сегодня я желаю вам много поводов для радости, очень хороших вестей и прекрасного настроения. Ну а с вами мы завтра снова увидимся, обязательно в 7 часов утра на телеканале Якутия 24.